Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. За последнюю неделю в соседнем Сочи несколько раз объявляли угрозы атаки дронов. Рассказываем, как российские и абхазские погранвойска совместно обеспечивают безопасность границы. В России вступил в силу федеральный закон, в котором прописано 80 оснований для прекращения приобретенного гражданства. Алкоголь домашнего производства, насколько он безопасен? Наша съемочная группа совместно со специалистами госстандарта проверила центральный сухумский рынок. За последнюю неделю в соседнем Сочи несколько раз объявляли угрозу атаки дронов. Так, в ночь на 3 августа над Черным морем было сбито более 60 украинских БПЛА. Абхазо-российская граница была временно закрыта. О том, как российские и абхазские пограничные войска и управление ФСБ совместно обеспечивают безопасность на госгранице, в материале Гугуцы Вардания. Граница между Абхазией и Россией является важной стратегической артерией, обеспечивающей передвижение людей и товарооборот. Пограничные службы с обеих сторон работают над улучшением контроля и безопасности. Пограничные подразделения несут усиленный режим службы. Главная тема на повестке дня – безопасность. 24 июля воздушное пространство Абхазии было нарушено несколькими украинскими дронами. Задача на сегодня – обеспечить защиту граждан. При координации службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям разработаны порядок действий в том или ином случае. Соответственно, установлены силы и средства, которые в достаточном объеме обеспечивают воздушное пространство республики на этом направлении от тех угроз, которые могут возникнуть, связанные с возможным попаданием беспилотных летательных аппаратов на нашей территории. При ухудшении ситуации прорабатывается вопрос по беспилотной безопасности Абхазии и оповещении населения при помощи сирены, рассылка СМС с сотовыми операторами связи. Кроме того, важно исключить возможность массового скопления людей. На днях мы по обоюдной договоренности с российской стороной приостановили работу КПП на 3,5 часа. Данное обстоятельство вызвало, как показала практика, массовое скопление граждан, которые на тот период переходили государственную границу на КПП ПСО, дабы в перспективе, в случае возможного повторения таких ситуаций, мы сделали соответствующие выводы, анализы, как действовать, чтобы избежать массового скопления людей в таких случаях. Комплекс мер, которые нами отработаны, отрабатываются, дают в целом основания говорить о том, что на сегодняшний день с этими новыми вызовами и угрозами, которые возникают, возможность эффективной борьбы с этим. Планируется увеличить пропускную способность на КПП ПСО в 10 раз. Работы по реконструкции уже начались. Активная фаза работ по реконструкции запланирована на осенне-зимний период с учетом меньшей нагрузки, когда закладываются параметры, в соответствии с которым более чем в 10 раз пропускная способность будет увеличена как лиц, так и транспортных средств. Разгрузить границу в этом году существенно помогло развитие транспортной инфраструктуры Абхазии, открытие аэропорта, запуск скоростного электропоезда, маршрут из Сочи в Абхазию по морю. Еще один вопрос, над которым работает сегодня пограничное управление вместе с профильными ведомствами – ликвидация последствий стихии на Аибге. Обильные осадки размыли дорогу, соединяющую населенный пункт с объектами жизнеобеспечения. Вот здесь, где была дорога. Вот ее нет, вот трубы. В этой связи, на сегодняшний день у нас отсутствует связь, дорожная связь, инфраструктура с населенным пунктом Аибга, на территории которого расположена пограничная
отделения АИБГа, пограничного управления службы государственной безопасности. В целях ликвидации последствий стихийного бедствия президентом поставлены задачи соответствующим полномочным органам, организациям провести работы, которые уже начаты. Дорожное сообщение с АИБГой планируют восстановить в ближайшие дни. Гугут Савардания, Давид Хашик, Абхазское телевидение. 17 лет назад, 12 августа 2008 года, вооруженные силы Абхазии полностью освободили верхнюю часть Кодорского ущелья от грузинских военных и вышли к государственной границе с Грузией. В тот день была установлена юрисдикция Абхазии в верхней части Кодорского ущелья и полностью восстановлена территориальная целостность страны. Предлагаем вашему вниманию репортажи из архива Абхазского телевидения. Кодорское ущелье. В октябре 2001 года этот красивейший уголок Абхазии стал территорией необъявленной войны. Еще в начале августа военные разведчики Минобороны Абхазии получили оперативную информацию о встречах грузинских силовиков с чеченскими боевиками, находившимися в Панкисском ущелье Грузии. В планах у террористов был выход на территорию нашей страны. А после замышлялось участие вооруженных сил Грузии. Их должны были перебросить по воздуху. Но, к счастью, этого не произошло. Мы выяснили, что проговаривался вопрос о выводе этих боевиков с Панкисского ущелья, что они войдут на территорию Абхазии. Курировал этот вопрос лично президент Республики Грузия. Он собирал силовиков, он ставил им задачи. В том числе он приглашал своего представителя в Кодорском ущелье и поставил задачу о том, что он должен был этих людей сопровождать. И его представитель с первого до последнего дня, его представитель находился вместе с этими подразделениями. Затем в результате уже более подробной информации мы узнали о целях этой группы, кто возглавляет эту группу. Оказалось, что группу численностью порядка 800 человек возглавлял в прошлом участник Отечественной войны в Абхазии, один из добровольцев, полевых командиров, это Гилаев, Руслан Гилаев. 20 лет назад Гарри Купалба был в числе офицеров Министерства обороны Абхазии, которые были задействованы в операции по уничтожению вооруженных бандитов. В конце сентября боевики на автомобилях Министерства обороны Грузии были доставлены в верхнюю часть Кодорского ущелья, которая на тот момент находилась под юрисдикцией грузинской стороны. Тем временем в вооруженных силах Абхазии была объявлена повышенная боевая готовность, а по республике – общая мобилизация. Множество людей встали, чтобы дать отпор боевикам, угрожавшим безопасности нашей страны. В первый же день в верхней части населенного пункта Георгиевка, это с 1 на 2 октября 2001 года, к нам пришел один из резервистов и сказал о том, что вот в верхней части находится большая группа вооруженных людей, что они захватили абхазских ополченцев. И эта группа, потом мы выяснили, конечно, уже попозже, это была группа уничтожена, 5 человек ими были убиты. Погиб в первый практически день, погиб начальник штаба геройский Аринахин. Практически была объявлена полная мобилизация. Те резервные подразделения Сухумского, Гулерипского и других районов были поставлены им задачи. Многие военные в прошлом, которые были в руководстве Министерства обороны, независимо от того, они находились в этот период времени уже в отставке, но они тоже с оружием в руках встали на защиту своей родины. Это я имею в виду в тот период времени. Это и Дебар Сергей Платонович. В районе горы Сахарная Голова бандиты разбили базовый лагерь. 8 октября над Кодором был сбит вертолет с международными наблюдателями ООН. 9 человек, находившихся на борту, погибли. Эта миссия военных наблюдателей международная, она запросила разрешение на полет в тот район, так как им нужно было уточнить какие-то действия этих людей, визуально убедиться, что они есть или нет. Тогда сказали, что лететь в этот район очень опасно, что вероятность того, что собьют вертолет, у нас даже в журналах это записано, но вертолет полетел, и вот эти террористы, которые находились в этот период, сбили данный вертолет, и погибло большое количество людей.
К середине октября отряды боевиков были разгромлены и вынужденно отступили. Среди тех, кто участвовал в операции по освобождению Кодорского ущелья и не пощадил жизни, офицер вооруженных сил Абхазии Денуар Асланзия. В тот период он фактически командовал передовым отрядом. Денуар вместе со своим родственником, со своим Шуриным, они вышли в разведку, хотя это не их задача была. Попали в засаду, были убиты. Позже указом президента ему было присвоено высокое почетное звание Героя Республики Абхазия. В ходе осенней операции по освобождению Кодорского ущелья погибло 30 человек, 9 было ранено. Тот факт, что к их гибели причастны бандиты, руководимые бывшим добровольцем в Отечественной войне народа Абхазии Русланом Гилаевым, у наших бойцов вызывал сожаление. Мы не ожидали, что Гилаев, тот человек, который среди добровольцев защищал Абхазию, может прийти сюда. Грузинская сторона вынашивала цели, что на плечах гилаевцев они смогут войти на территорию. Если гилаевцы там разовьют успех, то в этом случае развязать большую войну и захватить Абхазию. Но у них, конечно, это не получилось. В тот период каждый вечер грузинское телевидение рассказывало об успехах гилаевцев. В результате боестолкновений мы взяли более 10 человек в плен. Я вот лично разговаривал с некоторыми пленными, и в разговоре они говорили о том, что они вообще не знали, что они находятся на территории Абхазии. Им говорили о том, что вы должны пойти на территорию Российской Федерации, и плохо говорили по-русски, и говорили, что мы совершаем джихад. Джихад против русских, которые воюют с чеченцами. Это была их позиция. Я уверен в том, что их на самом деле, наверное, и обманывали. Кто-то, наверное, кому-то проплатил, и в конечном итоге мы смогли на том этапе вытеснить их с нашей территории. Позже, в 2006 году, Грузия снова введет свои войска в верхнюю часть Кодорского ущелья. И только спустя 2 года, в августе 2008 года, абхазская армия окончательно освободит эту часть страны. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. 12 августа 2008 года пятидневная война в Южной Осетии была завершена, и территория республики была полностью освобождена от грузинских оккупантов. В тот же день в Москве был принят план Медведева-Саркози, который 14 августа подписали в Кремле президенты Абхазии и Южной Осетии, 15 августа президент Грузии, а 16 августа президент России Дмитрий Медведев. О переломном в истории Южной Осетии моменте, о значимости событий, происходивших в 2008 и о развитии республики как суверенного государства мы поговорили с участником Отечественной войны народа Южной Осетии полковником Русланом Гаглоевым. Это без преувеличения такая историческая дата, скажем так, ведь государственность на такой маленькой территории для такого маленького народа это имеет какое-то вот фантастическое большое значение. Прошло 17 лет, это не маленькая дата. Что для вас эта дата 8 августа? Скажем, все вот принято сейчас говорить до и после, скажем. До это были сплошные неуверенность, что ли, в завтрашнем дне, сплошные обстрелы. Ведь это длилось не 1 год. Это длилось с 89-го года. И это тоже почти 20 лет. И в этом смысле все люди были на нервах, многие эмигрировали, многие постоянный страх за детей, за женщин, за стариков. Вот как-то вот так. Я как человек на то время военный, скажем, ситуация у военных быть готовым как бы к таким событиям. Но для большинства народа это было, скажем так, трагедией, скажем так, без преувеличения. И думаю, что ничего хорошего в этом не было, потому что была бы какая-то, может быть, ползучая аннексия, может быть, еще что-нибудь было бы. Но как бы и признания не было бы, и всего того, что за ним последовало. Скажите, пожалуйста, вот после признания эти 17 лет, они про независимость или же это про сложность становления и развития независимой страны?
Ну, скажем так, это и про признание, и про сложность, потому что становление государственности, да, это не очень такой легкий, скажем, труд и не очень такая столбовая дорога. Это тернистый путь какой-то с ошибками, с трудностями, с которыми сталкиваются, с внутренними трудностями, с внешними и всяческими такими. Так что это и про независимость тоже, и про одновременно про сложность этого пути тоже. 11 августа в России вступил в силу федеральный закон, в котором прописано 80 оснований для прекращения приобретенного гражданства. Как закон касается граждан Абхазии, имеющих российское гражданство, нам рассказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Михаил Матвеев. Если речь идет о приобретении российского гражданства из иностранного, то да, в законе есть специальные ограничения, которые касаются новых регионов, то есть тех, которые вошли в состав Российской Федерации, ДНР, ЛНР, Крым, значит, Херсонская, Запорожская области. В отношении Абхазии такое исключение не сделано. Но если российское гражданство не приобреталось из абхазского, а напрямую приобреталось, то есть человек, будучи там, у родителей было, допустим, российское гражданство, и он, соответственно, тоже становился гражданином Российской Федерации, то он считается гражданином Российской Федерации по рождению. В соответствии с российским законодательством существует два основания, скажем так, для прекращения российского гражданства теми, кто его приобрел из иностранного. Первое касается совершения уголовных преступлений. Вот наши поправки, которые Государственная Дума приняла, вот о чем мы сейчас говорим, они касаются именно этой ситуации. И когда в законе уже в действующем было порядка 64 статей Уголовного кодекса, за которые прекращалось российское гражданство. Сейчас добавили еще 12. Из них большинство касалось именно экстремистской деятельности, там, террористической, торговли оружием, да, то есть вот такого рода виды. Но есть еще одно основание для прекращения гражданства, оно идет по линии Федеральной службы безопасности. Это когда человек признается опасным с точки зрения безопасности. Вот поэтому есть несколько видов, скажем так, вот преступлений, которые можно, условно говоря, назвать экстремистскими, и почти все эти статьи сейчас являются основанием для прекращения гражданства. Ну, из тех, которые добавлены были вот во время последних поправок, это сотрудничество с иностранным государством в целях нарушения безопасности России, разного рода там диверсии, да, то есть там и вот такого рода вида деятельности экстремистской. Почему это решение принималось, да? Потому что если посмотреть статистику Министерства внутренних дел за последние 10 лет, допустим, да, то мы увидим, что рост преступлений среди людей, которые приобрели российское гражданство из иностранных, в основном речь идет о выходцах из Средней Азии, ну и там частично Закавказье, да, если там говорить там про Азербайджан, допустим, да, то последние, допустим, 3 года количество этих преступлений удваивалось каждый год. Возможно, да, если возвращаться к Абхазии, с учетом особых отношений, которые существуют между Российской Федерацией и Абхазской Республикой, где очень много коренных жителей Абхазии имеют российское гражданство, можно было бы, наверное, тоже делать какие-то поправки, но Абхазия все-таки независимое государство.
Алкоголь домашнего производства. Насколько он безопасен и соответствует стандартам качества? Данный вопрос приобретает особую актуальность во время туристического сезона и в свете того, что в Сочи из-за отравления суррогатным алкоголем погибли люди. Чтобы узнать, есть ли нарушения в сфере торговли алкогольными напитками в Абхазии, специалисты госстандарта отправились в рейд на Сухумский центральный рынок. Вместе с ними поехала и наша съемочная группа. Репортаж Шазина Ханагуа. В 11:00 наша съемочная группа на Сухумском центральном рынке с сотрудниками госстандарта. Торговые точки предлагают большой ассортимент алкогольной продукции, вина различных видов, водку, коньяк и ликеры, в том числе импортного производства, а также местные алкогольные напитки, продаваемые на разлив. Атмосфера оживленная, покупателей много. Конечно же, к подобной торговле на улице под открытым небом и палящим солнцем возникает много претензий. Отсутствие лицензии, маркировки, соблюдение условий хранения, температурного режима, в общем, нарушения есть. Со слов продавцов это чача, мы не знаем, что это. Здесь у нас со слов продавцов это вино продается под солнечными лучами, ультрафиолетом. Категорически запрещено, если даже это вино, он меняет свою структуру и превратится в уксус в ближайшее время. Это небезопасно его так продавать. В данном случае после лабораторных исследований покажет, что это за продукт. Продукция, продаваемая на разлив, хранится в емкостях без какой-либо маркировки, что не позволяет установить ее происхождение и качество. Более того, алкоголь выставлен под прямыми солнечными лучами. Такие условия не подходят для хранения данной продукции. Для вина оптимальная температура должна поддерживаться на уровне от 12 до 18 градусов. А воздействие света и тепла может ухудшить качество напитков и сократить срок их годности. Это так называемый сладкий напиток, бле-лизы, как-то они его называют. Сгущенное молоко с содержанием спирта до 10%. Сладкий напиток самодельный. Мы его убираем с реализации. Мы даже его не рассматриваем как продукт. Представившись, инспекторы подробно рассказывают о цели проверки. Интересуются наличием разрешительных документов и сертификатов качества продукции. Продавцы, в свою очередь, уверяют, что все домашнее и качественное. И потому, как объясняют некоторые из них, не видят необходимости в том, чтобы лицензировать и маркировать. Хотя по существующим правилам покупатель должен владеть информацией о продукте не только со слов продавца. Несмотря на доводы, сотрудниками госстандарта образцы алкогольной продукции были изъяты для последующей лабораторной проверки. Нарушение мы уже видим, что солнечные лучи попадают на эту продукцию, это недопустимо. И вся вот эта продукция должна быть в помещении, в котором как бы температурный режим они могли бы удержать до 18 градусов. В аналитической экспертной лаборатории при госстандарте проверяют качество изъятых образцов. На руках у специалистов поступившие обезличенные пробы алкогольной продукции. Один образец вина, а также по одному образцу коньяка и чачи, изъятых ранее. Сначала исследуют вино. Определят параметры, основные показатели, объемную долю спирта, приведенный экстракт, установят содержание сахара. По полученным данным вино отнесут к соответствующей категории, проверят его соответствие требованиям ГОСТа. Каждую пробу специалисты проверяют 2 раза и выводят средний показатель. По первым показателям проба уже проходит. Сейчас получим вторые, выведем средний и посмотрим, проходит вино или нет. Чаще всего мы можем обратить внимание на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, по экстракту не проходит. То есть это бывают как естественные условия, когда не проходит, например, это климатические какие-то моменты. Например, солнца не хватало, если винодел работает непосредственно с виноградом, с виноградным соком. Вот. А бывает, что да, фальсификация могут разбавлять, к сожалению, более дешевыми сортами, либо могут подкрашивать, брать некачественно белое вино и красить его, выдавать как красное. Анализ проводится быстро. Это занимает около 5 минут. Результаты исследования были получены на момент съемок. Вино оказалось качественным. Это вино у нас полусладкое, так как норма от 18 до 45. Вот. По плотности она тоже хорошая, то есть 99,84. И надо будет вычислить сейчас экстракт, приведенный экстракт. Мы от экстракта отнимем сахар и посмотрим, какая величина должна быть не меньше 18. Мы получили величину 20, то есть данное вино является качественным и соответствует ГОСТу.
Сегодня лаборатории госстандарта могут проверить только качественные показатели алкоголя. Химический состав проверить не представляется возможным. Для этого необходимо дорогое аналитическое оборудование. Например, газовый и жидкостный хроматограф. И плюс нужны обязательно запрещенные вещества, прекурсоры, которые на сегодняшний день через границу официально провозить нельзя. Этот вопрос мониторится в правительстве, мы об этом говорили, обсуждали, и мы надеемся, что общими усилиями мы добьемся, что сможем провозить кислоты, эфиры, спирты, и сможем уже полностью быть оснащены, как лаборатория Роспотребнадзора, к чему мы очень стремимся. По распоряжению председателя госстандарта плановые рейдовые мероприятия, особенно в летний период, проводятся регулярно. Эти мероприятия направлены на изъятие алкогольной продукции, не соответствующей по качеству и безопасности. Группы выезжают по городам и районам, в основном в места выносной торговли. У предпринимателей отбираются пробы продукции, фиксируется ее количество в реализации. После лабораторного анализа, если продукция не соответствует стандартам, она снимается с реализации и утилизируется. В этом году уже утилизировано около 200 литров алкогольной продукции, не соответствующей требованиям. Продукция, которая не имеет маркировки, то есть неизвестен производитель, год выпуска и так далее, мы не рекомендуем ее приобретать и употреблять. Это одно. Во-вторых, вина и спиртосодержащая продукция не рекомендуется продавать ее в пластиковой таре. Для вин температура должна быть от 12 до 18 градусов. Помещение, где идет реализация продукта, оно должно быть бутилировано в стекле, и на ней должно стоять год выпуска, название и кто производитель. А также они должны предъявлять сертификат качества. Абхазская алкогольная продукция действительно пользуется спросом, но безопасность должна быть приоритетом как для потребителей, так и для продавцов, отмечают сотрудники госстандарта. Они нам представляют это как домашняя чача в основном. Но в основном это не так. Это обычный этиловый спирт. Тут около 3 или 4 только образцов показали вино. Остальное все это не вино, это спиртосодержащий некий продукт. Мы его даже не можем назвать винным продуктом, потому что там нет виноградного ничего абсолютно. Основная наша борьба убрать с реализации данной продукции, потому что она несет угрозу жизни и здоровью граждан. Госстандарт продолжит плановые и внеплановые инспекции. По всем вопросам нарушения прав потребителей можно обратиться по телефонам 777 54 58 222 60 79. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение. 95 аппаратов для добычи криптовалют изъяли сотрудники Госстандарта и СГБ Абхазии в Сухумском районе. Майнинг-ферма была оборудована на территории авторазбора на улице Эшерской. Сейчас подготавливаются материалы для передачи в суд. Идет работа по установлению лиц, причастных к незаконной деятельности. Еще 13 аппаратов по добыче криптовалют обнаружено и изъято в Ткварчале. В момент проверки 11 из них были подключены к сети. Подробнее в материале пресс-службы МВД. Ферму по добыче криптовалют выявили в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные милиции дела внутренних дел по Ткварчалскому району. В подсобном помещении домовладения Ходжава в городе Ткварчал размещалось 13 майнинг-аппаратов, 11 из которых на момент проверки были подключены к энергосети. На объекте также находилось сопутствующее электрооборудование, 2 недействующие криптомашинки и комплектующие к таковым. Оборудование было обесточено, демонтировано и передано на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. В поселке Ануарху в селе Тамыша Чемчирского района завершили модернизацию электросетей. Заменили более 3 километров проводов, установили новые опоры и 2 новых трансформатора. Проект реализован при поддержке России. Министр энергетики Батал Мушбаб добавил, что подобные работы по мере возможности планируется проводить и в других селах. Сегодня мы находимся в рабочей поездке в Ачимчирском районе, в селе Ануарху, где совсем недавно были проведены ремонтные работы по низкой стороне напряжения, были заменены столбы, были заменены провода. Общей сложностью протяженность составила свыше 3 километров с распределением в разные ответвления по абонентам.
Данное обращение поступило в Министерство энергетики от жителей села Ану-Арху, которые очень долгие годы, все послевоенные годы сталкивались с плохим электроснабжением, с низким напряжением, что приводило к порче техники и имущества абонентов. Как мы знаем по истории, село Ану-Арху имело очень важное стратегическое значение во время войны 92-93 годов. Очень много выходцев, героев, которые из этого села сложили свои головы, защищая нашу родину. И само село имело стратегическое военное значение в Восточном фронте. Поэтому обращение, когда поступило к нам, мы изыскали все возможные ресурсы для того, чтобы постараться решить эту проблему жителей, которые здесь живут и сталкивались все послевоенные годы с плохим электроснабжением. Сегодня мы увидели замененные здесь столбы, провода, увидели новые установленные трансформаторы 250 и соты, что обеспечивает сегодня стабильное и качественное напряжение для абонентов в данном селе. Такие работы, к сожалению, необходимо проводить еще в многих селах, в многих районах Республики Абхазия. По мере возможности, по мере наличия и материала, и соответствующего финансового запаса мы будем реализовывать повсеместно, чтобы улучшать качество электроснабжения всех абонентов Республики Абхазия. Как распознать телефонных мошенников и что делать, если вы столкнулись с попыткой обмана? В ПСБ напомнили, что настоящие сотрудники банка никогда не звонят через мессенджеры, не просят устанавливать приложения якобы для защиты личного кабинета, не требуют включать демонстрацию экрана, сканировать карту через камеру телефона или сообщать ее полные реквизиты. Если звонящий предлагает перевести деньги на некий безопасный счет, спрашивает под каким бы ни было предлогом код для входа в личный кабинет или подтверждение перевода, это мошенники. Злоумышленника выдадут присланные в мессенджерах документы или удостоверения, которые подтверждают якобы его личность. Это подделки. Мошенники действуют настойчиво, порой даже агрессивно, запугивают, торопят и не дают даже возможности подумать и трезво оценить происходящее. Если у вас появились сомнения в подлинности звонка, следует прервать разговор и перезвонить в банк по номеру телефона, который указан на обратной стороне вашей банковской карты. Если вы передали уже свои данные, то немедленно нужно все активности прервать, удалить все банковские приложения подозрительные, которые вы скачали. Также нужно заново зайти в свой личный кабинет, посмотреть свои открытые счета и сменить все пароли. Также можно обратиться в банк, чтобы временно заблокировать свой дистанционный доступ. ПСБ напоминает, чтобы защититься от мошенников, не нужно передавать третьим лицам доступ к экрану своего устройства, давать данные своей банковской карты и под воздействием третьих лиц скачивать приложение. Бдительность и соблюдение информационной безопасности – это основа финансовой защиты. Фильм абхазского сценариста Алисы Габлия «Три свадьбы и один побег» вошел в конкурсную программу фестиваля дебютного кино «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде. Стоит отметить, что всего в конкурсе примут участие 7 кинолент. Фильм снимали в прошлом году в селе Хуап при поддержке Министерства культуры России. Режиссер картины Кирилл Логинов. В съемках принимали участие и абхазские актеры Софа Агумава, Альдона Адлиба, Разита Таня, Нури Аджинджел, Адгур Малия. 11 сентября картину в России выпустит в прокат кинокомпания «Пионер». В Абхазии премьера фильма состоится в конце сентября. А сейчас расскажем о погоде. В среду, 13 августа, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.